Лобовое стекло брызнуло в салон тысячи мелких бриллиантов, когда пуля прошила триплекс в сантиметре от моей головы. Резкий визжащий крик Ани с задней полки спальника перекрыл даже рев дизеля, работающего на пределе. Я рванул руль влево, бросая 40-тонную махину навстречку, чтобы сбить прицел черному Гелендвагену, прилипшему к моему бамперу, как клещ. В зеркале заднего вида я видел дульное пламя. Они не собирались нас останавливать. Они собирались нас казнить прямо здесь, на 320-м километре ночной трассы под ледяным дождем. «Миша, он не дышит!» — закричала она, прижимая к груди сверток. «Миша, сделай что-нибудь!» Но я мог только давить на газ, чувствуя, как старый металл стонет под нами, умоляя о пощаде, которой не будет. Меня зовут Михаил. Михаил Андреевич Верещагин. Мне 45 лет, и последние 3 года я был мертв. Нет, сердце мое билось. Легкие исправно качали воздух, пропитанный соляркой и дешевым табаком, а руки крутили баранку по 12 часов в сутки. Но внутри меня была выжженная степь. Такая же пустая и серая, как пейзаж за окном моего тягача. 3 года назад я похоронил Лену. Рак сожрал ее за полгода, быстро и жадно, оставив мне только долги за лечение и квартиру, в которую я не мог возвращаться. Там все пахло ею. Там на спинке стула все еще висел ее халат, который я не решался убрать в шкаф. Поэтому я продал квартиру, раздал долги, купил этот подержанный тягач и ушел в рейс. В бесконечный рейс без точки назначения. Моим домом стала кабина 2 на 2 метра, моей семьей голоса диспетчеров в рации, моим богом — дорога. Я брал самые дальние, самые паршивые заказы. Мурманск, Владивосток, Магадан. Мне было все равно, куда ехать, лишь бы не останавливаться. Когда ты стоишь, тишина начинает звенеть в ушах. И в этой тишине ты слышишь свои мысли. А мысли — это больно. В тот день, 17 октября, я шел по трассе Иртыш в сторону Новосибирска. Погода была дрянь, низкое свинцовое небо давило на крышу, ветер швырял горсти мокрого снега в лобовое. Вокруг ни души, только бесконечные болота и редкие перелески берез, ободранных осенью до голых скелетов. Я слушал какую-то аудиокнигу, даже не вникая в смысл, просто чтобы бубняж перебивал шум колес. Впереди показался длинный унылый тягун, затяжной подъем. Мотор натужно загудел, требуя переключиться на пониженную. Я сбросил скорость. Сначала я подумал, что это мусор. На обочинах наших дорог валяется все, что угодно. От лопнувших покрышек до мешков с бытовыми отходами. Но потом я увидел птиц. Это были не просто птицы. Это было черное шевелящееся облако. Воронья. Огромные, жирные степные вороны. Они кружили над чем-то в кювете, то пикируя вниз, то взмывая обратно, каркая так громко, что я слышал их даже через двойные стекла кабины. Их было много, 10-2, не меньше. Обычно вороны собираются так над падалью. Сбитая собака, может быть, лиса или даже лось. Я должен был проехать мимо. Я проезжал мимо 1000 раз. Это закон трассы. Не твое дело, не тормози. Но что-то заставило меня посмотреть внимательнее. Вспышка цвета. Грязно-желтый лоскут ткани, который трепал ветер. Это не шкура животного. Это одежда. Я ударил по тормозам. Тягач недовольно пшикнул пневматикой, прицеп слегка повело, но я удержал его. Остановился на обочине, включил аварийку. В зеркале было пусто. Ни одной машины на километры назад. Я открыл дверь, и холодный ветер тут же ударил в лицо, забираясь под куртку. Я схватил монтировку, старую, тяжелую, с обмотанной изолентой рукоятью. Просто на всякий случай. Вороны не любят, когда их отрывают от обеда. Спрыгнув на гравий, я побежал к кювету.
Птицы взлетели неохотно, тяжело хлопая крыльями, и расселись на ветках ближайших берез, наблюдая за мной черными бусинками глаз. Они ждали. Я спустился в кювет, скользя по мокрой траве, и замер. Там лежала девушка. Она была совсем молодой, лет 20, не больше. Худая до невозможности, кожа до кости, обтянутая грязным желтым сарафаном, совершенно неподходящим для такой погоды. На ногах стоптанные кроссовки, один без шнурка. Ее черные волосы спутались в колтун, на лице запеклась кровь. Но самое страшное было не это. Самым страшным был ее живот. Огромный, неестественно выпирающий на фоне ее истощенного тела. Она была беременна, причем на последнем сроке. Ворона, самая наглая из стаи, спикировала вниз, целясь клювом ей в лицо. «А ну, пошла!» — заорал я, размахивая монтировкой. Птица шарахнулась в сторону, недовольно каркнув. Девушка не двигалась. Я присел рядом, коснулся ее шеи, ища пульс. Кожа была ледяной. «Опоздал», — мелькнула мысль. «Господи, Миша, ты снова опоздал». Но под моими пальцами что-то дрогнуло. Слабый, нитевидный удар. Потом еще один. Она же стонала, тихо, протяжно, как скулит побитый щенок. Ее веки же трепетали и приоткрылись. Глаза были мутные, наполненные животным ужасом. Увидев меня, она попыталась отползти, царапая грязь сломанными ногтями. «Тише, тише!» Я отбросил монтировку, поднял руки, показывая пустые ладони. «Я не трону. Я помогу. Слышишь? Я помогу». Она смотрела на меня, не мигая. Ее губы, синие от холода, шевельнулись. «Они близко», — прошептала она. Голос был хриплым, сорванным. «Кто? Кто близко?» — спросил я, снимая с себя теплую куртку и накрывая ее. «Волки», — выдохнула она. Я оглянулся. Никаких волков. Только вороны на деревьях и пустая серая трасса. Может, она бредит? «Нет здесь волков», — твердо сказал я. «Давай, девочка. Нам надо в тепло. Встать сможешь?» Она попыталась, но тут же вскрикнула, схватившись за живот. Ее лицо исказило гримаса боли, такая сильная, что она выгнулась дугой. По ногам, по грязной ткани сарафана потекла темная жидкость. «Воды отошли». «О, черт!» — вырвалось у меня. «Только не это, только не здесь». «Ребенок!» — простонала она, вцепившись мне в руку с неожиданной силой. «Он идет». Я понял, что не дотащу ее до кабины на руках по склону. Мы оба свалимся. И скорую ждать нельзя. Здесь связь ловит через раз, а ближайший город в 100 километрах. «Как тебя зовут?» — спросил я, пытаясь говорить спокойно, хотя сердце колотилось где-то в горле. «Аня. Слушай меня, Аня. Я сейчас подниму тебя. Будет больно. Но нам надо в машину. Там тепло. Там аптечка. Ты меня поняла?» Она кивнула. Я подхватил ее на руки. Она была легкой, как птица, только огромный живот тянул вниз. Я карабкался по скользкому склону кювета, проклиная скользкие ботинки, проклиная эту погоду, проклиная свою судьбу, которая вечно подкидывает мне испытания, когда я просто хочу тишины. Кое-как я забрался на обочину. Дотащил ее до пассажирской двери. Закинуть ее внутрь было то еще задачкой, но адреналин делал свое дело. Я уложил ее на спальник позади сидений, включил печку на полную мощность. В кабине пахло моим старым кофе и машинным маслом. Теперь к этому добавился запах крови и страха. Я запрыгнул на водительское сиденье, заблокировал двери. Руки тряслись. Что делать? Догнать до ближайшей больницы? Я посмотрел на Аню. Она кричала, зажимая рот кулаком, чтобы не выть в голос. «Началось!» — закричала она. «Он лезет!» Я понял, что никуда мы не поедем, не успеем.
Рожать придется здесь, на обочине 154-го километра трассы Иртыш, в кабине старого грузовика под присмотром стаи голодных ворон. «Так», — сказал я самому себе, — «ты видел, как это делают в кино. А еще ты однажды принимал роды у кошки. Справишься». Господи, какой бред. Я полез в ящик под сиденьем, достал аптечку, бутылку водки, мой неприкосновенный запас на случай поломки в мороз, и чистую футболку, которую купил на прошлой стоянке. «Аня, слушай меня». Я перелез назад в тесное пространство спальника. Места было катастрофически мало. Я не врач. Я водитель. Но я тебя не брошу. Слышишь? Она смотрела на меня расширенными зрачками. «Не отдавай его им», — шептала она в перерывах между схватками. «Умоляю, лучше убей, но не отдавай». «Кому?» — не понял я. «Людоедам». Ее снова скрутило. Я разорвал на ней остатки белья. Зрелище было не для слабонервных, но мне было не до стеснения. Я видел головку ребенка. «Давай, Аня!» — скомандовал я. «Тушься! Когда я скажу, дави изо всех сил!» Она закричала. Дико, страшно, по-звериному. «Давай, еще!» Времени не существовало. Был только запах крови, пар изо рта, шум дождя по крыше и ее крики. Я действовал на инстинктах. Руки делали все сами. Когда маленькое синеватое тельце скользнуло мне в руки, я на секунду перестал дышать. «Мальчик, совсем крошечный». И он молчал. «Почему он молчит?» — прохрипела Аня, пытаясь приподняться на локтях. «Почему?» Я перевернул его, похлопал по спине. Ничего. Очистил рот пальцем от слизи. «Ну же, пацан», — прошептал я. «Давай, не смей мне тут помирать. Не в мою смену». Я легонько шлепнул его. И вдруг кабина наполнилась звуком, который показался мне самой лучшей музыкой в мире. Тонким, пронзительным писком. Он закричал. Воздух ворвался в его легкие, заявляя права на жизнь. Аня заплакала. Я положил ребенка ей на грудь, укрыл своей курткой сверху. Руки у меня были по локоть в крови. Я посмотрел на них и вдруг вспомнил руки Лены перед смертью. Такие же тонкие и бледные, как у этой девочки. Я нашел в аптечке ножницы, плеснул на них водкой и перерезал пуповину. Перевязал суровой ниткой, которую нашел в наборе для шитья. В кабине стало жарко. Я вытер пот со лба рукавом. «Все», — выдохнул я. «Все, мать, ты справилась». Она смотрела на сына так, будто видела Бога. Ее пальцы гладили его мокрую голову. «Миша», — тихо сказала она, — «спасибо». «Откуда она знает мое имя?» «Ах да, табличку на лобовом стекле. Михаил». Я откинулся спиной на водительское кресло, чувствуя, как уходит напряжение, уступая место чудовищной усталости. Мы живы, они живы. Теперь надо найти больницу. Я потянулся к ключу зажигания, чтобы завести двигатель. И в этот момент в боковое зеркало я увидел свет фар. Кто-то съехал на обочину метрах в 50 позади нас. Черный высокий силуэт. Крупный внедорожник. Он не включил аварийку. Фары били дальним светом мне прямо в зеркала, ослепляя. Я напрягся. Дальнобойщики редко останавливаются за легковушками. А легковушки за фурами, если только не нужна помощь. Но эти не выходили. Они стояли и смотрели. «Аня!» — тихо позвал я. «Ты говорила про каких-то людей. Кто они?» Она замерла. Ее глаза метнулись к окну, потом на меня. В них снова плескался тот животный ужас, который я видел в кювете. «Черный джип?» — спросила она одними губами. «Крузак или Гелендваген?» «Похоже на джип, черный». Она вжалась в матрас, накрывая собой ребенка, словно пытаясь исчезнуть.
слиться с обшивкой кабины. «Это они», — прошептала она. «Они пришли забрать товар». Какой товар? Ребенка и меня на запчасти. «Миша, уезжай. Уезжай сейчас же». Я посмотрел в зеркало. Дверь джипа открылась. На землю ступил здоровенный мужик в кожаной куртке. В руке у него что-то тускло блеснуло. Это был не гаечный ключ. Это был ствол. Дробовик. Кажется, сайга. Мой мозг сработал быстрее, чем я успел испугаться. Я повернул ключ. Дизель рявкнул, просыпаясь. Я выжал сцепление, врубил передачу. «Держись!» — рявкнул я. Грузовик дернулся и начал набирать ход, вырывая гравий из-под колес. В зеркале я увидел, как мужик вскинул ружье. Пах! Грохот выстрела потонул в шуме мотора, но я услышал, как дробь цокнула по заднему борту прицепа. «Врешь, не возьмешь!» — заорал я, чувствуя, как внутри просыпается забытая злая ярость. Ярость человека, которому больше нечего терять, кроме этой чужой девчонки и ее пищащего свертка. Мы вылетели на асфальт, набирая скорость. 40, 50, 60. Стрелка спидометра ползла вверх мучительно медленно. Груженный прицеп держал нас как якорь. Позади вспыхнули фары. Джип сорвался с места, хищно приседая на заднюю ось. Погоня началась. Стрелка спидометра дрожала на отметке 90. Для моего старичка «Вольво» с 20 тоннами сборного груза за спиной это был предел мечтаний на мокрой дороге. Но сейчас я выжимал из него душу. Кабина ходила ходуном. Пластиковая обшивка скрипела, как суставы старика перед непогодой. В зеркале заднего вида фары преследователей росли, превращаясь из далеких светлячков в 2 прожектора, выжигающих сетчатку. Они шли уверенно, нагло. Черный Гелендваген, квадратный тяжелый гроб на колесах. Мощности у него под капотом столько, что он мог бы тащить мой прицеп вместо меня. «Миша, они догоняют!» — голос Ани срывался на визг. Я не оборачивался. Я смотрел только на дорогу и в зеркала. «Пригнись!» — рявкнул я. «Ниже! Под уровень полки! Ребенка собой накрой!» Асфальт впереди был разбит. Обычная история для наших федералок. Колеи, выбоины, заплатки на заплатках. Я знал этот участок. Через пару километров будет сужение дороги из-за ремонта моста через какую-то безымянную речушку. Если они настигнут нас там, мне конец. Они просто зажмут меня к отбойнику или расстреляют кабину в упор. «Удар!» Грузовик содрогнулся. Они ударили меня в задний бампер прицепа. Легонько, проверяя на прочность. «Ах ты ж тварь!» — процедил я сквозь зубы. Снова удар, теперь сильнее. Прицеп вильнул, пытаясь уйти в занос. Я поймал его коротким движением руля. Это называется хлыст. Если прицеп пойдет боком, он потянет за собой тягач, и мы сложимся, как перочинный ножик. Тогда нам крышка. Я посмотрел в правое зеркало. Джип пошел на обгон. Он вылезал навстречку, игнорируя сплошную линию. Окно пассажира опустилось, и я увидел дуло. «Держись!» Я резко крутанул руль влево. Маневр был рискованный, почти самоубийственный. Я перекрыл им кислород, выдавливая джип на левую обочину в грязь. Водитель гелика испугался. Дернул руль, машину повело, она цепанула колесами раскисший грунт, подняв фонтан грязи, и отстала, теряя скорость. В этот момент что-то с громким звоном ударило по обтекателю над моей головой. Стреляли. «Ты как там?» — крикнул я, выравнивая машину. «Жива!» — донеслось из спальника. «Миша, он плачет. Ему холодно». Я включил свет в кабине. Тусклая лампочка выхватила из темноты сюрреалистическую картину. Грязная, окровавленная девчонка, закутанная в мою промасленную куртку, прижимает к себе красный сморщенный комочек. А вокруг
Разбросанные бинты, ножницы, пустая бутылка водки. Внезапно меня накрыло осознание безумия происходящего. Еще час назад я слушал аудиокнигу про попаданцев и думал, где бы перекусить. А теперь я играю в безумного Макса с реальными убийцами, а у меня в кабине новорожденный человек, которому отроду 15 минут. Адреналин начал отпускать, и на смену ему пришел липкий холодный страх. Не за себя, за них. 3 года мне было плевать, проснусь я завтра или нет. Я жил по инерции, но сейчас... Сейчас в этом грёбаном железном ящике была жизнь. Настоящая, хрупкая, кричащая жизнь. И я, Михаил Верещагин, старый дурак с прокуренными легкими, был единственным, кто стоял между этой жизнью и смертью. «Печку на максимум включил», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Найди там в пакете полотенце чистое было. Замотай его получше». «Кто ты такой, Миша?» — спросила она. В ее глазах уже не было того дикого ужаса, только усталость и какой-то детский интерес. «Да никто», — буркнул я. «Водитель». Джип снова появился в зеркалах. На этот раз они не лезли на рожон. Держались метрах в 50, светя дальним. Ждали момента. Или подмогу. «Рассказывай», — потребовал я. «И не ври. Если я сдохну сегодня из-за тебя, я хочу знать, за что. Про каких людоедов ты говорила?» Аня шмыгнула носом. «Это не сказка, Миша. Это бизнес». Она начала говорить, и от ее рассказа волосы у меня на затылке зашевелились. Она была из детдомовских. Выпустилась. Поехала учиться в колледж в Омск. Денег не было, работы тоже. И тут объявление. Помощь молодым женщинам. Высокооплачиваемая работа, проживание. Классика. Дура, скажете? Дура. Но голод — плохой советчик. «Привезли в коттедж», — рассказывала она, укачивая сына. «Забор высокий, охрана. Сказали, будете суррогатными матерями для богатых иностранцев. Все законно, клиника, врачи. Кормили хорошо, витамины давали. Только телефоны отобрали. Для спокойствия, говорили». Я слушал, не отрывая взгляда от дороги. Ремонт моста приближался. Желтые мигающие огни знаков уже виднелись вдали. А потом? Потом одна девочка, Катя. Она родила. Раньше срока. Ребенок слабенький был. Я слышала, как они говорили. Главный этот, Шрам, он сказал, брак. На органы не пойдет. Слишком мелкий. В утиль. Меня передернуло. Руки сжали руль так, что костяшки побелели. В утиль? Они не суррогатным материнством занимаются, Миша. Они инкубатор. Если клиент есть, продают ребенка. Если нет или ребенок больной, разбирают, как машины. Понимаешь? Я понимал. Господи. Я слышал про такое в новостях, читал в интернете, но всегда думал, это страшилки. Городские легенды. Не у нас. Не в 21 веке. «Я поняла, что мне нельзя там рожать», — продолжала она всхлипывая. «Я сбежала. Ночью. Перелезла через забор, порвала платье, бежала по лесу 2 дня. Думала, оторвалась. Вышла на трассу, хотела попутку поймать. А тут они. Впереди замаячили бетонные блоки ограждения. Дорога сужалась до одной полосы. Светофор горел красным. «Черт!» — выругался я. «Красный!» «Не останавливайся!» — закричала Аня. Я и не собираюсь. Я вдавил педаль газа в пол. Светофор? Плевать. Встречки вроде нет. Я пролетел на красный, сшибая пластиковый конус. Под колесами загремело. Мы влетели на мост. И тут они пошли в атаку. Джип рванул вперед с невероятной скоростью. Они знали, что на мосту мне деваться некуда.
Слева отбойник и река, справа ремонтная зона, разрытая яма. Они поравнялись со мной. Стекло снова опустилось. Бандит с ружьем прицелился мне в колесо. Пах! Тягач дернуло так, словно его ударил великан. Левое переднее колесо лопнуло. Руль превратился в камень, который пытался вырваться из рук, чтобы убить меня. Машину потащило влево на встречный отбойник. «Держись!» Я уперся ногами в пол, всем весом наваливаясь на руль, пытаясь удержать многотонную махину от падения в реку. Скрежет металла о металл. Отбойник вгрызался в бок тягача, высекая снопы искр. Кабину трясло, как в центрифуге. Аня кричала. Ребенок кричал. Я каким-то чудом удержал машину на дороге. Скорость упала. Мы ползли на голом диске, высекая искры. Джип обогнал нас, резко затормозил и перегородил дорогу метров 50 впереди. Из него высыпали трое. Двое с автоматами, один с пистолетом. Мы в ловушке. «Миша», — прошептала Аня. Я посмотрел на нее. В ее глазах было прощание. «Сиди тихо», — сказал я. Голос был чужим, деревянным. «Не высовывайся». Я пошарил под сиденьем. Монтировка. Тяжелая, надежная. Единственный аргумент, который у меня остался. «Запри двери», — приказал я. «Изнутри. Никому не открывай». «Ты куда?» «Пойду поговорю». Я открыл дверь и спрыгнул на асфальт. Холодный ветер ударил в лицо, принеся запах паленой резины и пороха. Дождь усилился, превращаясь в ледяную крупу. Трое стояли в свете фар своего джипа. Высокие, крепкие, хозяева жизни. То, что был посередине, в дорогом кашемировом пальто, сделал шаг вперед. «Мужик!» — крикнул он. Голос был спокойный, властный. «Ты попал, мужик!» Я молчал, сжимая монтировку за спиной. «Отдай девку и щенка», — продолжил он. «И мы тебя не тронем. Даже денег дадим на ремонт. Подумай, зачем тебе чужие проблемы? Ты же просто водила». Я посмотрел на них. Потом на кабину своего грузовика, где за грязным стеклом пряталась перепуганная девочка с младенцем. Вспомнил Лену. Вспомнил, как она умирала, а я ничего не мог сделать. Бессилие. Это самое страшное чувство на свете. Но сейчас у меня в руке была монтировка. И я не чувствовал бессилия. Я чувствовал холодную, кристальную ясность. «Пошел ты», — сказал я громко, — «нахер!» Бандит в пальто вздохнул, картинно покачав головой. «Зря», — сказал он и кивнул своим бойцам. «Валите его!» Они вскинули автомат. Я не успевал. Я знал, что не успеваю. Расстояние метров 20. Я даже замахнуться не успею. Я зажмурился, ожидая удара пули. Секунда. 2. Выстрелов не было. Вместо этого раздался рев. Низкий, утробный рев мотора, но не моего и не их. Этот звук шел откуда-то сзади, из темноты. Я открыл глаза. Из-за поворота, который мы только что проехали, вылетел еще один грузовик. Старый ржавый КамАЗ с выключенными фарами. Он шел как призрак, как кара Божья, прямо на нас. Бандиты заорали, бросились в рассыпную. КамАЗ пронесся мимо меня в сантиметрах, меня обдало волной воздуха. Он не тормозил, он шел на таран. С чудовищным грохотом, от которого, казалось, лопнут перепонки, КамАЗ врезался в стоящий поперек дороги Гелендваген. Джип смяло, как консервную банку, и отшвырнуло в сторону в кювет. КамАЗ протащил его еще метров 10 и замер. Тишина. Мертвая тишина, только шипение пара из разбитых радиаторов. Я стоял, раскрыв рот.
Монтировка выпала из ослабевших пальцев. Что это было? Кто это? Я побежал к КамАЗу. Кабина была пуста. Дверь распахнута. «Эй!» — крикнул я. «Есть кто живой?» Никого. Я заглянул в кабину. Пусто. Ключей в замке зажигания нет. Двигатель горячий, но в салоне ни души. Как такое возможно? Со стороны разбитого джипа послышались стоны. Кто-то из бандитов выжил. Я не стал проверять. Я бросился обратно к своей машине. «Аня! Аня, открывай!» Она открыла, вся дрожа. «Что там, взрыв?» Нас спасли, кажется. Я запрыгнул в кабину. Попробовал тронуться. Машина крякнула, дернулась. На голом диске далеко не уедешь, но проползти пару километров можно. Главное — убраться отсюда. Мы проехали мимо искореженного джипа. Я мельком глянул туда. Тот в пальто пытался выбраться через разбитое окно. Лицо его было залито кровью. Он смотрел на меня с ненавистью, но автомата в руках уже не было. Мы ползли прочь. Через километр я нашел съезд на старую лесную дорогу. Свернул туда, загнал машину в кусты подальше от глаз. Заглушил мотор. В кабине повисла тишина, нарушаемая только тихим сопением младенца. Меня трясло. Зубы стучали так, что я не мог сжать челюсть. «Миша?» — Аня коснулась моего плеча. «Кто это был на том грузовике?» Я посмотрел на нее безумными глазами. «Не знаю», — прошептал я. «Там никого не было, Аня. Кабина была пустая». «Как пустая?» «Вот так. Пустая». Мы сидели в темноте, слушая шум дождя. «Нам надо валить», — сказал я наконец. «Они вызовут подмогу. Этот диск, надо менять колесо. Прямо сейчас». Я вышел под дождь. Было темно, хоть глаз выколи. Я достал фонарик, домкрат. Руки слушались плохо. Пока я возился с колесом, проклиная сорванные гайки и ржавчину, я все время оглядывался. Мне казалось, что за деревьями кто-то стоит, кто-то смотрит. Но там был только лес. Я закончил через час. Мокрый насквозь, грязный по уши. Залез обратно в кабину, включил печку. «Аня», — сказал я, — «есть одно место. Мой друг, Витя. Мы служили вместе. Он живет тут недалеко, в деревне Заречье. Километров 80, если лесами. Туда менты не суются, бандиты тоже. Он поможет?» Он сложный человек, но он правильный. Если мы доберемся до него, у нас будет шанс. Я завел мотор. Вольво загудел ровнее, новая запаска встала как родная. Мы выбрались на трассу, но не на основную, а на дублер. Старую бетонку, про которую мало кто знал. Я ехал и думал о пустом КамАЗе. Может, мне померещилось? Может, водитель выпрыгнул перед ударом? Но я же видел. И тут Аня тихо сказала: «Миша, а ты веришь в Бога?» Я усмехнулся. Горько, зло. «Бога нет, девочка. Был бы Бог, Ленка была бы жива. А тебя бы не нашли в канаве». «А я верю», — сказала она, глядя на спящего сына. «Сегодня он был там, за рулем того грузовика». Я не ответил. Я просто вел машину сквозь ночь, чувствуя, как где-то в глубине души, под слоем пепла и боли, начинает тлеть маленький, робкий уголек надежды. Ночь тянулась, как старая изолента, липкая, бесконечная, вечно рвущаяся в самый неподходящий момент. Фары выхватывали из темноты пятна мокрого асфальта, редкие дорожные знаки и одинокие придорожные кресты, поставленные на местах чужих бед. Я всегда смотрел на них, как на отметки чужой статистики. Сегодня каждый такой крест казался зеркалом, в котором я мог увидеть себя. Кресло подо мной давно уже приняло форму моего тела.
Я знал каждую трещину на панели, каждый скрип в подвеске. Но в эту ночь мой старый Вольво казался мне живым существом. Усталым, но упрямым, как и я. Мы оба тащили на себе больше, чем могли. Сзади в полутьме шевелилась жизнь. Аня тихо напевала что-то под нос, укачивая сына. Голос у нее был хриплый, сорванный, но мелодия странным образом успокаивала. Как будто она напевала не ему, а самой ночи, убаюкивая темноту за окном. Я поймал себя на том, что слушаю. Слушаю, и впервые за долгое время чувствую что-то похожее на дом. Не на стены и мебель, а на смысл. На то, ради чего стоит просыпаться утром. «Как его назовешь?» — спросил я, не оборачиваясь. Она замолчала. Пауза затянулась. «Не знаю», — наконец ответила. «Я не думала, что у меня будет шанс выбрать. Там за нас все решали». «Выбирай сейчас», — сказал я. «Пока дорога везет нас, а не их». Еще тишина. Потом. «Матвей», — тихо сказала она. «Пусть будет Матвей». Это имя мне снилось в ту ночь, когда я поняла, что беременна. «Матвей так Матвей», — кивнул я. «Здравствуй, Матвей. Добро пожаловать в этот цирк». Он в ответ фыркнул во сне, и у меня сам собой дрогнул уголок губ. Я почти забыл, что такое улыбка. Мышцы лица, кажется, удивились и протестующе заныли. Дорога нырнула в лес. Фары выхватывали из темноты стволы сосен, тонкие, как свечки в церкви. Асфальт местами исчезал под заплатками, и я автоматически сбрасывал скорость. Привычка. На таких участках чаще всего и ловит беда. «Миша», — вдруг сказала Аня, — «а у тебя были дети?» Вопрос ударил, как неожиданная яма на идеально ровном участке. Машина дернулась, но я тут же выровнял. «Нет», — коротко ответил я. «А вы с Леной хотели?» Она знала про Лену. Я сам проболтался, когда меня накрыло после родов. Слова тогда сами лезли из меня, как гной из старой раны. «Хотели», — выдохнул я. «Долго хотели, но не сложилось». Я вспомнил бесконечные очереди в клиниках, анализы, уколы, врачей с усталыми лицами, говорящих «прогуйте еще». А потом диагноз, который звучал как приговор. Высокий риск, противопоказано. Лена тогда плакала всю ночь. Я делал вид, что держусь, шутил, предлагал взять ребенка из детдома. Она махала рукой и говорила «потом». Потом не наступило. Наступил рак. «Может, оно и к лучшему», — буркнул я. Не успели привязаться. Это была ложь, и я знал это. Лена до последнего смотрела на витрины с детскими вещами. Но говорить об этом я не мог. Аня молчала. Я почувствовал, как она смотрит мне в затылок. «Это не к лучшему», — тихо сказала она. «Но это не твоя вина». Ее слова резанули сильнее, чем любой упрек. Я привык винить себя за то, что не успел, не доглядел, не настоял. Вина была моей единственной постоянной спутницей. А тут какая-то девчонка, которую я знаю всего несколько часов, берет и без спроса заглядывает в тот угол, куда я сам себе запретил смотреть. «Лучше расскажи мне про этих уродов», — резко сменил я тему. «Где этот дом? Сколько их там? Как зовут того урода в пальто?» «Его зовут Петр Степанович», — сказала она. «Но все зовут его Шрам. У него на лице старый шрам от глаза до подбородка. Говорят, раньше он в каких-то горячих точках был. Потом к бандитам ушел». Я вспомнил лицо в крови, которое видел в отблеске фар возле смятого гелика. Шрам я не разглядел, но типаж совпадал. «Дом в стороне от трассы», — продолжала Аня. «Километров 20 от основного хода. Раньше это была турбаза, кажется. Там несколько корпусов, забор, камеры. Нас держали в одном здании, отдельно. Мальчики, девочки. У всех разные сроки. Им важно, чтобы каждый месяц кто-то рожало. Конвейер». Она говорила и говорила, словно срывая с себя липкую паутину воспоминаний. Я ловил детали.
Количество охранников, порядок смен, машина, на которой возили товар в город, черный крузак, черный гелик. Схема была выстроена до автоматизма. И все держалось на страхе. «Я пыталась уйти раньше», — призналась она, — «еще на 5-м месяце. Попросила в туалет во двор, через охранницу, которая иногда приносила нам лишнюю булочку. Думала, она поможет, но она рассказала Шраму. Меня при всех избили. Сказали, если еще раз, отрежут что-нибудь. Мне или ребенку». Она замолчала, и я услышал, как скрипит матрас под ее сжатой фигурой. «Потом одна девочка все равно сбежала», — добавила она. «Ее нашли через день, привезли обратно, в назидание. Мы ее уже не узнали. После этого я решила, сбегу один раз или умру». Я сжал руль так, что кожа под пальцами скрипнула. «Слушай сюда», — сказал я, чувствуя, как внутри поднимается старая забытая злость. «Я тебя туда не верну. Никогда. Поняла?» «Но они сильные, Миша», — возразила она. «У них деньги, связи. Ты видел оружие? Ты видел, как они нас достали посреди трассы?» «Видел», — кивнул я. «И видел, как их чертов джип превратился в консервную банку. У них союзники свои, у нас свои». «Какие у нас?» — горько усмехнулась она. «Бог да ты, на раздолбанном Вольво». Я тоже усмехнулся, но внутри было не до смеха. «Этого иногда достаточно», — сказал я. «Плюс один псих, который служил со мной в одной роте и который ненавидит таких, как они, даже сильнее меня». При имени Виктора в груди что-то шевельнулось. Мы не виделись 5 лет. После армии пути разошлись. Я ушел в гражданскую жизнь, женился, застрял в бытовой рутине. Он остался в системе. Сначала контракт, потом какие-то командировки, о которых он не любил говорить. Последний раз, когда мы сидели с ним на кухне в городе Татарске под бутылку беленькой, он сказал: «Мишаня, если когда-нибудь упадешь в такую жопу, что сам не выгрести, звони. Но только если совсем край, понял?» Тогда я посмеялся. Куда уж дальше, чем рак жены. Какой еще край? Теперь я понял. Я заглушил музыку, которая фоном бубнила из магнитолы. Тишина в кабине стала вязкой, густой. «Где твой друг живет?» — спросила Аня. «В деревне Заречье», — ответил я. «Это между Барабинском и Каргатом, если по большому счету. Но мы пойдем по лесным. Там ориентиры другие. Ты, главное, не думай ни о чем». «Как не думать?» — горько усмехнулась она. «Считай столбы», — предложил я. Я так когда-то пытался от себя сбежать. «И помогло?» «Нет», — честно сказал я. «Но километр за километром жить легче». Лес закончился так же внезапно, как начался. Фары выхватили из темноты покосившийся щит Заречья с облезлой белой надписью. Под ним кто-то пририсовал маркером «Богом забытое». «Приехали», — сказал я, чувствуя, как сердце начинает стучать чаще. «Сейчас самое главное — сделать все тихо». Дорога превратилась в грунтовку, колеи были забиты водой. Машину бросало, как лодку на волнах. Аня охала сзади, придерживая Матвея. «Ты уверена, что он будет рад тебя видеть?» — не выдержала она. «Уверен. Нет», — буркнул я. «Но другого выхода у нас нет». Заречье оказалось таким, как я его запомнил. 10 перекошенных изб, 1 кирпичный магазин с выбитой витриной, ржавая автобусная остановка с облупившейся краской и обязательный памятник погибшим в войну. Обелиск с красной звездой, на которую никто давно не смотрел. В одном доме светилась лампочка, в другом — тусклый голубой прямоугольник телевизора. Дом Виктора стоял на краю деревни, ближе к реке. Низкий, бревенчатый, жестяной крышей и сараем во дворе. Забор — обычный штакетник, но я знал. За ним сюрпризов больше, чем в армейском арсенале. Я заглушил двигатель. «Сиди здесь», —
сказал я Ане. «Если что, ляг на пол, не высовывайся. Поняла?» «Поняла», — кивнула она. «Миша, только не уходи надолго». Постараюсь. Я вышел из кабины. Воздух здесь был другим, влажным, с запахом гниющей листвы и дыма. Где-то лаяла собака, но быстро затихла. Я подошел к калитке, хотел открыть и остановился. Странное чувство, как тогда, в армейском, когда заходишь в комнату к комбату без стука. Понимаешь, что сейчас может прилететь. Я все-таки толкнул калитку. Она скрипнула предательски, громко. «Стоять, Мишаня!» — раздался знакомый голос из темноты. «Еще шаг, и останешься без коленных чашечек». Я замер. Сердце дернулось. «Мить», — сказал я, — «это я, Верещагин». Из темноты двора щелкнуло. Включился прожектор над крыльцом, ослепив меня. Я поднял руку, прикрывая глаза. Круг света шагнул Виктор. Он почти не изменился. Те же широкие плечи, те же колючие глаза, только морщин вокруг них стало больше, а в волосах на висках появилась седина. В руках карабин, направленный мне куда-то в район живота. «Я же говорил», — сказал он, не опуская оружие, — «если приедешь, значит, совсем край». «Ну что, Мишаня, докрутился?» Я попытался улыбнуться, но лицо не слушалось. «Привет, Витя», — сказал я. «Край. Полный». Он посмотрел мне за спину на силуэт фуры, чернеющий на фоне ночного неба. «Один ты не ездишь», — заметил он. «Кто с тобой?» «Девчонка и ребенок», — ответил я честно. Им очень нужна помощь». Виктор вздохнул, опустил карабин. «Тащи!» — махнул он головой в сторону дома. «Только аккуратно, тут не госпиталь. И, Миша, если ты притащил за собой хвост, я тебя сам закопаю. Лично». Я кивнул. Я знал, он не шутит. Я побежал обратно к кабине. Открыл дверь. «Нас ждут», — сказал я Ане. «Давай, бери Матвея. Только не пугайся, если он будет грубым. У него это защитная реакция». «Я уже ничему не удивляюсь», — прошептала она, осторожно вставая. Ноги дрожали так, что я подхватил ее под локоть. Мы шли к дому по узкой тропинке, и мне вдруг показалось, что за каждым деревом, за каждым окном кто-то смотрит. Не люди. Тень, судьба, Бог. Называйте как хотите. Но эта ночь уже перестала быть просто ночной дорогой. Она превратилась в узкий скользкий мост, по которому мы шли над пропастью. Я не знал, выдержит ли мост. Но назад пути уже не было. Тепло ударило в лицо, как только мы переступили порог. После промозглой, пропитанной дизелем ночи, воздух в доме Виктора показался почти нереальным. Густым, тяжелым от запаха дров, тушеного мяса и чего-то еще давно забытого мной. Запаха настоящего жилья. Я, кажется, даже на секунду зажмурился. Глаза защипало, будто от дыма. Хотя дым был в печной трубе, а не здесь. «Разуваемся у двери», — буркнул Виктор, захлопывая за нами дверь и задвигая тяжелый засов. «Полы мою сам. В грязи ходят только идиоты и каратели». Аня молча стянула разбитые кроссовки. Носки у нее были мокрые, на одной пятке виднелась дыра. Она переминалась с ноги на ногу, прижимая к себе Матвея, завернутого в мою куртку. Малыш спал, уткнувшись носом ей в грудь, изредка хлюпая во сне. «На кровать ее сажай», — кивнул Виктор в сторону комнаты. «На ту, что ближе к печке. А пацана сюда, ко мне, на стол. Посмотрим, кого ты там среди ночи решил принести в мой тихий угол». И вот он был бурчливый, но в глазах мелькнуло что-то мягкое, когда он взглянул на сверток. «Настоящий мужик может материться, грозиться и до морды». Но перед новорожденным у него в голосе почти всегда появляется эта едва заметная трещина.
Комната была простая. Деревянные стены, пол, покрытый старым вытертым ковром, массивный стол, 2 стула, раскладной диван под стеной и железная кровать у печки. На стене высветшая фотография десантников, прыгающих с самолета. На полке аккуратно стоящие в ряд книги. Тактика действий малых подразделений, охота и рыбалка Сибири, несколько толстых томов по истории войн. Я усадил Аню на кровать. Она тоже вцепилась в Матвея, словно боялась, что у нее сейчас отберут самое важное. Плечи дрожали, губы были белыми. «Я рядом», — сказал я ей тихо. «Слышишь? Никуда не уйду». Она кивнула, но взгляд не оторвала от сына. Виктор тем временем уже разжигал дополнительный свет. Настольную лампу с зеленым абажуром. Желтый круг света залил стол. Он поставил на край чистое полотенце, жестяную миску с теплой водой, достал из шкафчика аптечку, которая выглядела серьезнее, чем в большинстве сельских ФАПов. «Солдат!» — бросила мне, даже не оборачиваясь. «Руки мой, с мылом, как будто тебе сейчас снова 20, и ты санитар в медроте, а не чумазый дальнобой, который только что на своем корыте устроил автодром». Я послушно отправился к умывальнику у входа. Руки были в засохшей крови. Чужой. Я тер их хозяйственным мылом, и красные струйки стекали в металлический таз. Вода становилась розовой, потом мутно-коричневой. «Сколько еще крови тебе придется смывать, Мишаня?» — спросил внутренний голос. Я промолчал, сполоснул лицо холодной водой. В зеркальце над умывальником на меня смотрел мужчина с впалыми щеками, синими тенями под глазами и взглядом человека, который слишком долго ехал без остановок. Вернувшись к столу, я увидел, как Виктор аккуратно забирает у Ани Матвея. Делал он это неожиданно бережно. «Спокойно, мать», — сказал он ей. «Я его не съем. Я на таких, как он, полжизни молился, когда в одну сторону летел. Живой уже праздник». Он положил малыша на полотенце, развернул. Быстро, деловито, но без суеты осмотрел. Пальцы, грудь, живот, голову. «Дышит ровно», — пробормотал. «Кожа розовеет, не синеет. Рефлекс хватательный есть. Не худший старт, скажу я вам, гражданка». Он запнулся, впервые посмотрев на Аню не как на абстрактный объект, а как на человека. «Как звать тебя?» «Аня», — прошептала она. «Анна». «Ну, Анна», — кивнул он. «Ваш пацан жив. Это главное. Остальное догоним. Но тебе самой надо врача. Хотя бы осмотр. Там, где ты его рожала, стерильности, думаю, как на скотобойне». Я почувствовал, как у меня сжимается внутри от стыда. Да, родильный зал у нас был так себе. Кабина засранной фуры, пара бинтов и бутылка дешевой водки вместо антисептика. «Врача у нас тут нет», — продолжал Виктор. «Но у меня есть кое-какие навыки и дешевые аналоги цивилизации. Ляг, не спорь. Мишаня, отвернись. Поверь, ты уже насмотрелся на сегодня». Я хотел было возразить, что я ей только что жизнь спасал и, в общем, видел больше, чем прилично, но махнул рукой. Он прав. У Вани достаточно чужих глаз на душе. Я отошел к окну. На улице чернота. Только тусклый прямоугольник света от нашей лампы падал на двор, высвечивая кусок тропинки и угол сарая. Дождь почти прекратился, но с крыши еще падали редкие капли. Виктор позади меня отдавал короткие команды. «Дыши ровнее. Не зажимайся. Если больно, говори, а не терпишь. Тут не допрос. Крови чуть больше нормы, но без катастрофы. Разрыв небольшой, переживешь». Аня всхлипывала, иногда стонала. Но в ее голосе я слышал не столько боль, сколько усталость. Усталость человека, который за один день прожил несколько жизней. «Ну вот», — наконец сказал Виктор, — «жить будешь. Но пару дней без геройства.
Не бегать, не прыгать, тяжести не носить. Поняла? А у меня и нет ничего тяжелого, горько усмехнулась она. Только он. Он как раз легкий, ответил Виктор неожиданно мягко. Тяжелое у тебя в голове. С этим позже разбираться будем. Я обернулся. Аня уже лежала под одеялом, бледная, но с ровным дыханием. Рядом на стуле Виктор устроил импровизированную колыбель из старого свитера и полотенца. Матвей сопел, иногда морщась, будто ему снились свои младенческие кошмары. «Садись», — Виктор хлопнул ладонью по стулу напротив стола. «Обоим чай нужен. А потом будешь рассказывать, что за хренотень ты ко мне приволок». Я сел. Чай был крепкий, почти черный, без сахара, с запахом дымка. Первый глоток обжег язык, второй будто отогрел внутри кусок льда, застрявший у меня где-то в груди с тех пор, как я дернул руль на трассе. Мы сидели молча, пока в доме разливалось это хрупкое, неправдоподобное чувство безопасности. Вроде бы стены, крыша, оружие Виктора, печка, но я отчетливо понимал, это не крепость. Это укрытие в лесу, на которое уже наведены чьи-то координаты. «Ну давай, солдат», — нарушил молчание Виктор. «Кратко по делу. Кто же тобой, кого ты отбивал, и почему этот кто-то до сих пор не лежит в канаве с дыркой во лбу?» Я рассказал. С самого начала. Про воронов на обочине, про Аню в кювете, про роды в кабине, про погоню, выстрелы, взорванное колесо, про их предложение сдать товар и, конечно, про КамАЗ. Когда я дошел до момента тарана, Виктор перестал жестикулировать. Поставил кружку, сцепил пальцы в замок и внимательно слушал, не перебивая. «И ты говоришь, в кабине никого не было?» — хрипло уточнил он, когда я закончил. «Никого», — подтвердил я. «Мотор работал, кабина целая, ключей в замке нет, ремень на сиденье застегнут. Пусто. Как будто сам ехал». Виктор задумчиво потер подбородок. «Раньше ты в такие сказки не верил», — сказал он. «Что, война тебя не сломала? А одна баба с ребенком, и ты уже видишь призрак?» «Может, и так», — пожал я плечами. «Но тот гелик перевернулся не сам. И тот мужик со шрамом на лице сейчас точно ненавидит меня сильнее, чем налоговую». При имени Шрам Виктор чуть дернулся. «Стоп», — сказал он. «Шрам? Ты уверен? Опиши его». Я вспомнил залитое кровью лицо, но до аварии я видел его четко. «Лет 45-50», — начал я. «Высокий, плечистый. Смотрит так, будто ты у него уже в кармане. Шрам от правого глаза к подбородку. Пальто дорогое, хромовые ботинки не колхоз. Говорит спокойно, без базарных словечек. Такой бывший военный, но давно при деньгах». Виктор откинулся на спинку стула, глухо выругался. «Вот сука», — протянул он. «Не добили, значит. Ты его знаешь?» У меня внутри все похолодело. «Знал», — поправил он. «По касательной. Ходил с ним рядом в одной песочнице, можно сказать. Только меня оттуда выдернули вовремя, а его оставили отбирать игрушки у детей. Шрам — это Петр Зимин. В одной конторе когда-то числились, только я из нее ушел, а он в нее вошел. И продолжил играть, когда начались 90-е, уже по своим правилам. Зимин. Новая фамилия легла на ощущение гораздо тяжелее привычного Шрама. Фамилия делала его реальным, плотным, с пропиской, связями, историей. «Он давно этим занимается?» — спросил я. «Давненько», — буркнул Виктор. «Сначала крыша на местных рынках, потом переговорщик, потом виделись мельком уже при галстуке на каких-то странных конференциях по безопасности. Глаза тогда у него были, уже не солдатские, уже торговца людьми в первую очередь». «Почему его никто не берет? Меня же тошнило от собственной наивности даже в момент, когда я задавал этот вопрос». Виктор усмехнулся криво.
Потому что он не просто бандит Миша. Он часть конструкции. За ним стоят те, кому выгодно, чтобы такие, как он, делали грязную работу. Дети, органы, суррогатные матери, рабский труд — это огромные бабки. И очень удобный товар. Не кричит, когда его продают, если правильно подготовить. Он перевел взгляд на Аню. Та лежала с открытыми глазами, слушала каждое слово, стиснув зубы так, что на висках вздулись жилки. «Выходит, ты, девочка, украла у конструкции товар», — сказал Виктор спокойно. «И сейчас ты не просто жертва. Ты — сбой в системе. А система такие сбои не любит». «Я знаю», — хрипло ответила она. «Но я не могла по-другому». «Вижу», — кивнул Виктор. «Теперь вопрос. Что делать с этим сбоем в моем доме?» Он посмотрел на меня. В этом взгляде не было ни злости, ни жалости, только расчет. Чистый, холодный, как сталь клинка. «Ты же понимаешь, Мишаня», — сказал он. «Если он жив, он вас не бросит. Он будет вас добивать. Не потому, что вы такие уж важные, а потому, что иначе остальные увидят, что из клетки можно сбежать. Ему надо вас закрыть, как задачу. И он пойдет до конца». «Знаю», — кивнул я. «Именно поэтому я здесь. Ты хочешь, чтобы я пошел на войну с человеком, у которого, скорее всего, все менты в районе на коротком поводке, половина прокуроров в доле, а остальная половина боится собственного отражения?» — уточнил Виктор. «И все ради девочки, которую ты знаешь одна ночь, и ребенка, который даже паспорт еще не заслужил». Он говорил жестоко. Но мне была нужна именно эта жесткость, без прикрас. «Нет», — сказал я спокойно. «Я хочу, чтобы ты помог нам исчезнуть так, чтобы он нас не нашел. А если не получится, тогда давить. Я прошу тебя пойти на войну. Не за них, за меня. За то, что мы с тобой когда-то в одном окопе ползали. Помнишь?» Пауза повисла тяжелая, как мокрое одеяло. Трещал огонь в печи, посапывал Матвей. Снаружи где-то завыл ветер, цепляясь за углы дома. «Я устал воевать, Миша», — тихо сказал Виктор. «Я сюда уехал, чтобы забыть, как это делается, но, видимо, память у меня не такая короткая, как хотелось бы». Он встал, подошел к шкафу у стены, открыл нижний отсек, достал оттуда небольшой металлический ящик, положил его на стол. Щелкнул 2 замками, поднял крышку. Внутри лежали аккуратно разложенные магазины, пистолет, несколько коробок патронов, какие-то бумажки с печатями, парочка флешек, спутниковый телефон. «Это моя «не хочу, но надо», — сказал он. «Я надеялся, что никогда больше не открою эту коробку. Поздравляю, солдат, ты ее сегодня вскрыл». Он достал спутниковый телефон, включил, подождал, пока тот найдет сигнал, набрал номер, который, судя по ловкости пальцев, был забит в память давно. «Слушаю», — раздался хриплый голос на том конце после пары гудков. «Здравия желаю, товарищ полковник», — негромко, но четко произнес Виктор. «Это я, да, тот самый». Пауза. «Сказал, что больше не позвоню», — продолжал он. «Но у нас тут форс-мажор. Один старый знакомый привез мне проблему регионального масштаба. Живая, маленькая, плачет иногда. Да, с приданным в виде очень злого человека по имени Зимин». Я почувствовал, как внутри меня все сжалось. Они говорили о нас, о моей фуре, о Ане, о Матвее, как о проблеме. Но в этом странно было что-то успокаивающее. Если для таких, как Виктор и этот невидимый полковник, мы проблема, значит, мы существуем. Значит, еще не стерты. «Понял», — сказал Виктор после паузы. «Информацию соберу, пересечемся на старой точке. Дальше по схеме. Только учти, у меня теперь на руках не группа здоровых бойцов, а девка после родов и младенец. Поэтому вариантов
понаблюдаем, поизучаем — нет. Нужны быстрые решения. И да, если кто-то из твоих до сих пор играет с Зиминым в поддавки, скажи им, что я не в настроении». Он отрубил связь, выключил телефон, убрал его обратно в ящик. «Ну вот», — сказал он, — «официально ты втянул во все это государство. Во всяком случае, ту его часть, которая еще не до конца продалась». «Это значит, нас защитят?» Аня подняла голову. В голосе мелькнула тонкая, почти детская надежда. «Это значит, — ответил Виктор, — что у нас есть шанс, если мы доживем до встречи. А до нее пару дней минимум. А за пару дней и такие, как Зимин, могут много чего успеть». Он подошел к окну, чуть приподнял уголок занавески, глянул в темноту. «Ты когда сюда ехал, хвост проверял?» — спросил. «Сколько мог», — ответил я. «Лесными шел, на дублер свернул, на перекрестке круг сделал, фар пару раз гасил, никого не видел». «Это не значит, что никого не было», — мрачно сказал Виктор. «У таких, как он, глаза везде. Но тут им сложнее. Связь ловится через раз, навигаторы врут, местные пьянь чужих не любят. Есть шанс, что мы в щели между их пальцами». Он повернулся к нам. «План такой», — сказал он. «Ночь вы спите. Утром я в лес. Надо посмотреть, нет ли свежих следов машин, проверить подъезды. Параллельно готовлю дом. Окна, подходы, сверчков по периметру повешу». «Сверчков?» — не понял я. «Баночки с болтами на леске», — пояснил Виктор. «Старый деревенский сигнал. Если ночью кто полезет через огороды, услышим. Плюс пара игрушек посерьезнее». «Думаешь, они рискнут сюда сунуться?» В голосе у меня все-таки дрогнула надежда, что он скажет «нет». «Думаю», — ответил Виктор, — «если они уже поняли, что вы ушли с трассы, им нельзя вас потерять. Они не знают, сколько ты видел, с кем говорил, успел ли кого-то предупредить. Так что да, Мишаня, готовься. В эту деревню скоро приедут гости». Я посмотрел на Аню. Она лежала, сжавшись, но в глазах, как ни странно, было меньше ужаса, чем раньше. «Если они придут, — тихо сказала она, — я не дам им забрать Матвея. Возьму нож, что угодно, но не отдам, даже если...» Она сглотнула. «Даже если придется прыгнуть с ним в реку». Я почувствовал, как у меня поднимается волна протеста. «Никто никуда прыгать не будет», — резко сказал я. «Пока я дышу, они до вас не доберутся, поняла?» «Ты не бог, Миша», — сказала она. «И слава богу», — усмехнулся Виктор. «Богов здесь и так полно. Каждый второй себя таким считает. А нам сейчас нужна не вера, а расчет». Он прошел к печке, подкинул дров. Огонь вспыхнул ярче. «Ладно», — сказал он, — «спать. По графику. Сначала ты, Миша. У тебя руки трясутся так, что ты и пистолет не удержишь, не то что руль». «Я могу посидеть», — возразил я. «Поспи сам, я тебя сменю». «Это приказ, солдат», — отрезал он. «У меня двое на руках, ты и девка. Если вы оба рухнете, я один тут не вывезу. Так что марш на диван. Через 3 часа разбужу». Я хотел спорить, но тело уже само поднималось. Диван под стеной был жестким, пружины слегка впивались в бок, но после последних суток он показался мне периной. Я лег, чувствуя каждую косточку. Сквозь полудрему слышал, как Виктор возится в прихожей, как перебирает железо, как шуршит, натягивая что-то на окна. Потом щелчок, короткий глухой стук. Это он, наверное, устанавливал свои игрушки. Перед тем, как окончательно провалиться в сон, я услышал тихий шепот Ани. «Миша, спасибо». Я хотел ответить, но слова застряли между сном и реальностью. Я просто выдохнул. И впервые за много месяцев отключился не от усталости за рулем, а в доме, где кто-то еще дышал рядом. Где за стеной ходил человек с карабином, который пообещал, что мы, возможно, доживем до утра.
Возможно. Разбудил меня не Виктор. Меня разбудила тишина. Не та, к которой я привык в кабине. С фоном мотора, шипением печки, далеким гулом трассы. Это была другая тишина. Натянутая, как струна, в которую вот-вот ударит смычок. Я открыл глаза, не сразу понимая, где нахожусь. Потолок деревянный, в углу трещина, по ней тянется паутинка. Запах дыма, чая, немного пота, немытой одежды. Но сильнее всего запах тревоги. Его невозможно увидеть, но организм узнает его, как узнает вкус адреналина во рту. Я сел. В комнате было серо. Утро только пыталось пробиться через маленькое окно. Аня спала, уткнувшись носом в подушку, одной рукой обнимая Матвея. Тот шевелился, посапывал. Виктора в комнате не было. Я поднялся, тихо, чтобы никого не разбудить. Подошел к двери, приоткрыл. В прихожей пусто. На вешалке нет его куртки. За дверью слышались негромкие ровные звуки. Шаг, скрип снега. Видимо, ночью приморозило. Легкий звон железа. Я вышел на крыльцо. Утро было серым, низким. Небо повисло над деревней, как мокрая тряпка. Ветер уже не выл. Он ползал, холодный, прилипчивый, забирался под одежду. Виктор стоял у забора. В руках бинокль. Он смотрел в сторону лесной дороги, по которой мы вчера приехали. Возле калитки, на столбиках, я увидел привязанные консервные банки с гайками внутри. Таких банок по периметру было 2. На заборе почти незаметно висели еще какие-то железки, напоминающие самодельные растяжки. «Проснулся», — не оборачиваясь, сказал Виктор. «Как спалось?» «Лучше, чем в кабине», — честно ответил я. «Что там?» «Пока ничего», — он убрал бинокль. «Но ничего в таких делах меня не радует даже больше, чем слишком много». Он повернулся ко мне. В глазах та же стальная собранность, что и ночью, но под ней я увидел усталость. Не физическую, ту, что приходит к людям, которые слишком долго живут в режиме боевой тревоги. «Надо ускоряться», — сказал он. «У меня плохое чувство, Миша. Очень плохое». Он редко говорил такие вещи вслух. А если говорил, обычно оказывался прав. «Что значит плохое чувство?» — спросил я, зевая и пытаясь прогнать остатки сна. В голове звенело, будто по черепу всю ночь стучали гаечным ключом. Виктор пожал плечами. «Значит, что я смотрю на этот лес...» Кивок в сторону серой массы деревьев. «И он мне не нравится. Слишком тихий, слишком правильный. Как будто замер, слушает». Я тоже посмотрел. Лес как лес. Береза, редкие ели, голые кусты. Но в армии меня учили доверять людям вроде Виктора. Если у него чешется, значит, есть на то причина. «Ладно», — он вдруг встряхнулся, словно собака, сбрасывающая с себя воду. «Хватит лирику разводить. Работаем. Ты, Миша, сейчас кормить девку. У нее сил на нуле. На плите суп стоит, кашу сварил. Справишься или тебе инструкцию с картинками?» Его грубость была, как ни странно, целительной. Она возвращала реальность с ее простыми действиями. Встать, налить, поднести, поддержать. Я вернулся в дом. Аня уже не спала, лежала, глядя в потолок, но потому, как дернулся ее взгляд, когда я вошел, понял. Она услышала нас на улице. Слух у людей, переживших охоту на себя, становится как у зверя. «Как ночевала?» — спросил я, подходя ближе. «Снилось, что я опять в том доме», — честно ответила она. «Только окна там были без решеток, и я могла выйти. Но как только открывала дверь, просыпалась». «Значит, уже лучше», — попытался я улыбнуться. «Вчера ты даже во сне оттуда выйти не могла». Я поставил на тумбочку миску с кашей, кружку с чаем. «Тебе нужно есть», — сказал я. «Тут не больница, капельниц нет. Силы только так вернуться».
Она посмотрела на ложку, как на странный чужой предмет. «Я не помню, когда в последний раз ела горячее», — призналась она. «Там кормили, ну как, давали. Но всем одним. Иногда похлебка, иногда макароны. Для нас еда была как валюта. За лишнюю порцию можно было попросить поменьше уколов». Каких уколов? — нахмурился я.